Возьмем толстостенную трубку, один конец которой запаян, а другой снабжен краном. В трубку вложены дробинка, кусочек пробки и птичье перышко. Если быстро перевернуть трубку, то эти тела упадут на ее дно. Можно заметить, что дробинка упадет раньше всех, а перышко позже всех тел. Если теперь откачать из трубки воздух и, закрыв кран, вновь ее перевернуть, то все три тела достигнут дна трубки одновременно, несмотря на то, что они имеют разную форму и массу. Следовательно, все тела в безвоздушном пространстве, в вакууме, падают с одинаковым ускорением, которое называют ускорением свободного падения. Падение тел в безвоздушном пространстве называют свободным падением. Ускорение свободного падения направлено всегда к центру Земли и имеет одинаковое для всех тел значение при одинаковой высоте над поверхностью Земли. На широте Москвы, вблизи поверхности Земли, ускорение свободного падения равно 9,81 метра в секунду. Ускорение свободного падения зависит от высоты над поверхностью Земли.